Спасибо большое, Гульмира Каримовна, спасибо большое, дорогие коллеги. И в рамках своей презентации я хочу остановиться на том, что, собственно, было сделано для того, чтобы повысить безопасность образовательной среды на уровне нормативно-правовых требований. И я начну с того, что Гульмира Каримовна уже сегодня отмечала о том, что в Министерстве образования была создана межведомственная рабочая группа, которая работала по вопросам как раз разработки стандарта, как это называлось в начале, безопасности образовательной среды, но потом мы говорили уже о том, чтобы внести в ряд нормативно-правовых актов существующих те или иные изменения. Кроме того, было проведено ряд экспертных встреч на разных уровнях. И тут нужно сказать, дорогие коллеги, друзья, спасибо вам большое за ту активную работу и вклад, который был сделан с вашей стороны в этой работе. Нужно сказать, что было сделано аналитическое исследование со стороны Национального института стратегических исследований, которые точно так же сформулировали ряд рекомендаций в отношении того, что необходимо менять и в какую сторону двигаться. В рамках проведенного анализа нормативно-правовой базы было отмечено ряд противоречий, недочетов, а также белых пятен, которые требовали внимания и требовали внесения изменения тех или иных аспектов законодательства. Было проведено ряд встреч. С одной стороны, это была проведена довольно активная и большая работа с Министерством здравоохранения, по инициативе Министерства образования, потому что один из базовых документов, который регулирует на сегодняшний день вопросы безопасности образовательной среды, по крайней мере, двух типов, это физическая и экологическая, регулируется санитарными нормами и правилами, над которыми в основном работает Министерство здравоохранения. И уже в национальной стратегии по переходу к устойчивому развитию, о котором сегодня упоминала Лариса Юрьевна, там речь шла о том, что безопасные школы невозможно создать без межсекторального взаимодействия. Именно в связи с этим была создана межведомственная рабочая группа и была проведена работа по инициативе Министерства образования с Министерством здравоохранения. Были проведены ряд совместных встреч между Министерством образования и Министерством здравоохранения, так как многие вопросы находятся действительно в этой межсекторальной зоне, где нужно было выяснить все-таки, кто и что, в какой степени, за что отвечает. И нужно сказать, что такие дискуссии, диалоги были очень продуктивны, потому что дали возможность отрегулировать ряд вопросов, на которых я остановлюсь чуть позже. Были проведены те внесения изменений и те инициативы по включению новых пунктов в нормативно-правовые акты, были обсуждены в том числе и с гражданским обществом, и в данном случае я особо хотела бы выделить роль общественных наблюдательных советов, которые дали ряд неоценимых и очень важных рекомендаций. В частности, я тоже остановлюсь позже на этом, вопросы, связанные с регулированием спортивных сооружений на территории общеобразовательных организаций. И на сегодняшний день постановление правительства разработано о внесении изменений в ряд решений правительства. Согласно закону о нормативно-правовых актах было проведено 5 видов специализированных экспертиз, которые требует, собственно, данная норма. Это правовая, правозащитная, гендерная, антикоррупционная и экологическая экспертизы. Всем этим экспертизам был подвергнут проект нормативно-правового акта. Был проведен анализ регулятивного воздействия и посчитано влияние, в том числе на бизнес-структуры. Это тоже требования закона о нормативно-правовых актах. Подготовлены все необходимые сопроводительные документы, в том числе справка обоснования и так далее. И на сегодняшний день это постановление находится на общественном обсуждении на сайте правительства, и вы можете все ознакомиться с этим проектом постановления, а также находится в процессе согласования с министерствами и ведомствами Кыргызской Республики. И я остановлюсь непосредственно на содержании тех изменений, которые мы предлагаем. Во-первых, предлагается внести изменения в ряд нормативно-правовых актов. Это и порядок выдачи разрешительных документов, то, что касается строительства,
Это санитарные нормы и правила непосредственно, это типовое положение об общеобразовательной организации и положение о Министерстве образования и науки. Кроме того, предполагается разработка 2 новых нормативно-правовых актов. Это инструкция о порядке применения требований по организации безопасности образовательной среды и разработка нормативно-правового акта, который предусматривает установление правил организованной перевозки групп детей, которая до сегодняшнего момента, к сожалению, отсутствовала. Ну и вот несколько моментов, что же в конкретике, да. Вот то, что касается положения о порядке выдачи разрешительных документов, то здесь мы предлагаем 2 нововведения. Во-первых, что предметом экспертизы проектной документации является ее оценка на соответствие ряда требований, и в том числе, это вот в качестве дополнения, соответствие экологическим, санитарно-техническим требованиям. К сожалению, этот пункт был изъят из 252 постановления до этого, но мы предлагаем его вернуть. Экспертиза проектной документации может быть обязательной или добровольной. И вот в данном случае пункт, что проектно-сметная документация лечебно-профилактических детских образовательных учреждений, вне зависимости от источника финансирования, подлежит экспертизе на предмет соответствия экологическим санитарно-гигиеническим требованиям. И с этим предложением нужно сказать, что вышли Департамент Госсанэпиднадзора совместно с санитарной службой города Бишкек. Теперь вот то, что касается общеобразовательной организации, здесь внесение изменений в большей степени касается того, что общеобразовательная организация несет ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, то есть это то, что касается непосредственно информационной безопасности. Вот, и кроме того, работы психологов, то есть именно в этот блок мы интегрировали вопросы информационно-психологической безопасности, так как санитарные нормы и правила не предполагают такого рода регулирования. И вы знаете, еще вот то, что касается документации общеобразовательной организации. Вот в процессе, пока мы работали с пилотными школами, мы столкнулись с тем, что во многих общеобразовательных организациях документация просто потеряна. То есть ряд документов, связанных с подключением к инфраструктурам и так далее, они отсутствуют. И в данном случае, когда мы стали смотреть, кто должен вообще нести ответственность за то, чтобы сохранять эти документы и так далее. То есть четко про это нигде не прописано. Поэтому необходимо было внести пункт, связанный с тем, что учредитель общеобразовательной организации несет ответственность за сохранность данных документов. То, что касается положения о Министерстве образования и науки, то здесь есть такие пункты, связанные с дополнением в части функционала Министерства образования по обеспечению безопасных условий обучения. Вот то, что касается 201 постановления, коллеги, это вот санитарные нормы и правила, мы распространили для всех участников. Здесь речь касается внесения изменений вот последующим, топом, основным. Первое, как Гульмира Каримовна уже упоминала, это речь идет об озеленении как внутри образовательных организаций, так и территорий школ. И выставляются определенные требования. То есть до сегодняшнего момента санитарные нормы и правила устанавливают требования в порядке 50% озеленения школьной территории. Но в данном случае дается детализация, каким образом оно должно быть произведено. И речь идет, опять же, о качестве воздуха. На сегодняшний день, к сожалению, санитарные нормы и правила не предполагают оценку концентрации диоксида углерода, то есть это углекислого газа в помещениях. А это значит, и опять же ряд мониторинговых визитов показали, что по этому параметру у нас школы оставляют желать лучшего. То есть довольно высокое содержание углекислого газа говорит о том, что нам необходимо осуществлять периодическое проветривание и восстанавливать там, где это возможно, системы вентиляции. Но верхнего порога не установлено, сколько максимум должно быть содержание углекислого газа, не выше чем. И вот в данном случае мы устанавливаем в соответствии с теми документами, которые разработаны на пространстве СНГ на основе их опыта. То есть это 1500 частиц на миллион.
Спортивные снаряды и оборудование. Требования к спортивным снарядам и оборудованию тоже предусмотрены. Опять же, вот этот больной вопрос, который мы бесконечно обсуждали, это вопрос строительства наружного выгребного туалета. Многие школы, к сожалению, имеют до сих пор такого рода туалеты, но требований к нему не установлено. И вот в долгом взаимодействии с Департаментом Госанэпиднадзора и Министерством здравоохранения такие требования были разработаны, выдвинуты и сейчас находятся как раз вот на утверждении. Вопросы, связанные с хранением воды, тоже имеют большое значение, потому что во многих образовательных организациях дети пьют кипяченую воду, которая хранится в классе. Вот требования к тому, как долго может храниться такая вода, в каком месте, в каком виде она должна храниться, точно так же предусмотрены. И запрет химической обработки зеленых насаждений на территории общеобразовательных организаций во время учебного процесса тоже был введен. Это связано с тем, что такие практики, к сожалению, были, это связано с низкой информированностью, да, тех служб, которые это осуществляют. Ну и вот совместно с Министерством образования, Министерством здравоохранения были подготовлены вот такого рода инфографики, которые будут распространены, опять же, для общеобразовательных организаций. Это визуальные требования к территории общеобразовательных организаций, где вы можете видеть различные пункты из вот этого документа. Но согласитесь, зачастую, когда читаешь текст, это не так ясно, понятно. Когда видишь вот такую визуализацию, это достаточно легче использовать. И вы знаете, вот мы столкнулись, например, с такой проблемой, что многие общеобразовательные организации имеют слабый доступ к нормативно-правовой базе и в том числе к санитарным нормам и правилам. И вот эту проблему мы тоже совместно вот с Министерством образования и Министерством здравоохранения пытаемся решить, то есть максимально информировать всех участников образовательного процесса об этих требованиях. И вот другая инфографика, это уже внутри школы, это сам класс и требования к классу. И вы видите здесь требования температурного режима, освещения, о чем говорила Гульмира Каримовна, да, вот какой минимум должен быть освещения, озеленение, влажность воздуха, в том числе требования к партам и мебели, да, что они должны быть, вот мы с вами привыкли, что они все ровные, да, на самом деле предусмотрено, что это должны быть парты с наклоном 7-12 градусов, да, и вот об этом тоже эта инфографика. Выпущены материалы, то есть вот это санитарные нормы и правила, которые получены все школы Кыргызской республики на русском и кыргызском языках, и кроме этого разработан и сейчас находится уже вот в выпуске комплекс стандартов безопасности школьной образовательной среды. Вы знаете, этот документ порядка 700 страниц, потому что туда вошли требования из разных направлений и секторов. Это в том числе требования к безопасности в чрезвычайных ситуациях, это требования пожарной безопасности, это ряд инструкций и так далее МВД. И более широкий перечень документов со стороны системы здравоохранения и системы образования, включая должностные инструкции. И понятно, что 700 страниц – это очень увесистый документ, и это огромные средства, да, на то, чтобы распространить их всем, кому это необходимо, поэтому мы сделали вот такой вот ход. Это карточки, которые сейчас вы тоже получите все. Вот заметьте, это QR-код. И благодаря этому QR-коду каждый с сотового телефона может скачать вот этот вот документ и непосредственно пользоваться им в любое удобное время. Да? То есть достаточно, 10 минут доступ к интернету, чтобы иметь возможность этот документ скачать и иметь в каждой школе, в каждом общеобразовательном учреждении, районо и так далее. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Я с удовольствием отвечу на вопросы.